Программабызды улантабыз. Бизде ушундай коопсуздук кызматкерлерин дагы студиябызга чакырганбыз. Бизде бүгүн коногубуз бар. Эл аралык жанагындай антитеррорго каршы ассоциациясынын президенти Юрий Погиба. Капутин дагы келбек. Пресс-секретарь. Погиба. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Жогоруда ушундай фестиваль жөнүндө сүйлөштүк. Ошол фестиваль жөнүндө айтып бериңизчи. Ну, спасибо, что позвали на эфир. Значит, спасибо большое. Фестиваль, который мы проводили совместно с Союзом десантников Кыргызстана, с молодежными организациями, самую главную задачу, которую нес в себе, это задача именно показать, что Кыргызстан наш общий дом. То, что Кыргызстан – это семья, интернациональная семья дружных народов. И что самое главное для нас в жизни – это мир. Это мир и это безопасность. Это вот две самые важные вещи, которые вот сейчас наша страна достигла. Мы чувствуем себя в безопасности, да, и противостоим тем угрозам, которые идут извне. В частности, мы понимаем, что самая главная угроза для нашей страны – это терроризм и межнациональные отношения, да, которые могут инспирироваться. Поэтому наша задача этого фестиваля – показать именно семейные отношения у нас в Кыргызстане. И поэтому в общей сложности в фестивале участвовало в течение дня около 5000 человек, в основном молодежь в возрасте от, я думаю, 12 и до 25-30. Да, но имеется в виду, что у них были свои там программы, свои мастер-классы. Вот там вот это маленький ратник, да, клуб, это ребята казаки, занимаются там тоже все национальности, приехали. Это да, это ратник, это нет, не наши бойцы, это клуб детский, которые да, учатся и готовятся к службе в армии. Там интересно очень. Ярмарка, да? Это ярмарка, да, казачья ярмарка проводилась, ярмарка оружия проводилась старинного, потому что ребята с клуба «Гвардия», они занимаются реконструкцией оружия среднего века, Золотой Орды. Ну, такие вещи в патриотическом направлении очень интересно. А вот это все, организация «Эрджигит», очень интересные ребята. Такая городская организация, они патриоты своей родины, с каждого района, да, это девочки. Вот. И это как раз после нашего торжественного открытия мероприятия, это показательное вот выступление, а это уже соревнование непосредственно. Ну, было очень весело, очень интересно, такая молодежная, ну, скажем, мероприятие, ну, хорошего такого. Количество людей прибавилось? По сравнению с прошлым? Да, после первого. В прошлом году у нас в общей сложности присутствовало на фестивале около 1500-2000 человек. Мы не заморачивались в плане посчитать. В этом году, да, очень большое Количество людей. Да, количество людей. Именно вот связано с тематикой фестиваля большое. Мы делаем там такую военную кашу, типа, как в армии. Такие вот атрибуты военно-полевого лагеря, вот такого военного. Потому что направление фестиваля – это военно-патриотический фестиваль, самое главное. И в этом году у нас так получилось, что мы смогли и горожан накормить, то есть… Ну, здорово, мне понравилось. Главное, там атмосфера. Вот что мы добивались, это атмосфера, вот как в доме, когда дома хорошо все, очаг. Вот то же самое мы здесь добивались. Тепла и уюта в этом. Жакшы, рахмат. Мисал үчүн мен аябай кызыгып калдым. Эркек катары мен дагы ушундай бир нерселерге барып жазылсам болобу? Мисал үчүн бир массалык ушундай башаламандык болуп калды дейли. Ошондой учурда мырза катары биз ушундай нерседен кантип чыксак болот? Для участия. Я как понимаю, что у нас сейчас ситуация… Нет, я в принципе понял, да. Я понял, что если в каких-то… Как вот научиться чему-то сделать… Выжить. Да, я все понял. Спасибо большое. Просто не так быстро тогда было вообще здорово. Значит, вы знаете, мы сейчас больше и больше находим отклик среди общественности. Очень хорошо поддерживают депутаты и Жигурку Кенеш, и очень хорошо нашего городского Кенеша депутаты поддерживают именно те проекты, которые мы сейчас пытаемся делать. Мы пилотный проект несколько лет назад делали, но сейчас следующее. На самом деле
вопросы террористической опасности, вопросы массовых беспорядков, еще каких-то таких, связанные с безопасностью личности, они, конечно, актуальны, да. И поэтому мы создали программу, которую мы, думаю, с вашей помощью в следующем году мы ее реализуем. Это программа, скажем, когда вот летние площадки есть, скажем, для детей, школьников после того, когда начинаются летние каникулы. Конечно, там хорошие вещам учат и так далее, но вопросом безопасности, где работают специалисты с детьми, нету. То есть безопасность, она очень такая широкий спектр. Вы задали один вопрос, а он за собой как снежный тянет. Дело в том, что есть техногенная безопасность, есть безопасность, которая только присуща урбанизации, да, то есть городам, да, есть система безопасности, которая присуща сельской местности, горам и так далее. Как выжить и так далее. Выжить в городе и выжить в горах – это разные совершенно вещи. Да? И поэтому у нас есть программа обучения, вплоть до массовых беспорядков, до террористического акта. Никто не застрахован, что может попасть. Но как себя вести, как правильно делать, как помочь и людям, которые с тобой попали, и самому жену выйти к родителям. То есть это целая есть система, которую давно разрабатывали, как вести, что делать. Психологические тренинги, практические занятия. Грубо говоря, сидим мы в комнате, загорелся телевизор, мамы, папы нету. Что делать? Ребенок должен знать, что делать. То, что водой не надо, его током тряханет и так далее, поливать. То есть это система, как выжить, что выжить, где выжить? Где выжить, да, и она учит людей. То есть, ребят, это очень важно для подрастающего поколения, для молодежи, потому что, к сожалению, молодежь не обучена жить, может быть, и хорошо, с одной стороны, это мир и так далее. Но дело в том, что, попадая в критическую ситуацию, и девушки, и юноши, да, они теряются и не знают, как себя вести. Не из-за того, что у них намыс, не обучены. да, не за то, что намыс жёг, намыс бар у молодежи. Да, не обучен, а когда человек не обучен, мы когда у нас в спецназе, да, у нас в спецназе есть такое хорошая пословица, говорит, когда кончается профессионализм, начинается героизм. У нас так в жизни тоже. Если мы не профессиональны, то то, что мы можем технически делать, нам приходится делать ценой своей жизни, ценой этого. А народ у нас хороший. Рахмат, Юрий Мырза, келіп бергеніңіз үшін разышылық білдіресіз. Ылайым әлі өлкөбүздө ардайым тынч болсын, бирок сиздердин ишиңиздерге да ийгиликтер болсын. Сиздер бар, биз бар. Чон рахмат. Большое спасибо, Хранит что пришли. Господь нас, хранит Господь нашу страну, Спасибо. наше то, что мы делаем, хорошие, светлые дела. И хранит вас, ребята. Спасибо. У нас самая большое. лучшая молодежь в мире и самая лучшая страна. И это мы доказываем неустанно 20 лет всему миру. Спасибо всем. Да хранит нас Всевышний. Спасибо вам. Рахмат.